Этот выпуск «Территории Коми» снимался в Москве, в столице России, на выставке «Форум Россия» на ВДНХ. Мы вместе с Русланом Магомедовым посмотрим экспозиции регионов России, увидим новое здание «Атом» на ВДНХ и покатаемся на электрокаре по территории ВДНХ. Проводником в приключения станет Сергей Анатольевич Ходес, редактор проекта «Территория Коми». Привет, дорогие друзья, Човам Донертис. Вот мы собрались все троем, благодаря кому действует и развивается проект «Территория Коми». Это Сергей, Руслан и Генри. Замечательная компания, замечательная команда, замечательный проект. Дорогие зрители, это все для вас и ради вас. Надеюсь, наш проект будет полезен и для жителей республики, и для России. И для всей России в целом. Международная выставка «Форум Россия» – это важнейшее достижение нашей страны, России, собранные на одной площадке, на площадке ВДНХ. Пройдет выставка «Форум» с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции на этой выставке представят все 89 регионов Российской Федерации. Пройдут они в павильоне 75, где будут представлены все регионы. Мы ожидаем, что на выставке «Форум» побывают за это время более 12 миллионов человек, более 12 миллионов граждан Российской Федерации. Будем пробовать целебную воду Ессентуки. Песню, посвященную временам гражданской войны, которая также затронула За Россию. За Россию и проект «Территория Коми». Да, обязательно. За нашу республику. И за республику Коми. Настоящие Уже ессентуки. газированная. Настоящие. И вкус, минералы. Что скажете про выставку от Республики Коми? Там тоже побывали. Необычно, очень красивые места там. Вот о чем наш проект вот прямо показывает это. И встретил землячку Воркутинку, которую 6 лет не видел. Это очень удивительно. Вы друзьям своим из других регионов будете отправлять фотографии от выставки? Конечно, я везде фотографировался, я всем друзьям отправлю, и даже и в Луганске. Как получилось, что именно мы с вами познакомились, хотя живем оба в Республике Коми, в Херсонской области, когда ездили? Да, мы встретились как раз таки в Херсоне, хотя республика у нас большая, живем в одной республике, не была судьба, а вот в Херсоне мы познакомились и подружились, и на ВДНХ вот мы представляем и нашу республику, и очень приятно видеть все 4 республики в составе Российской Федерации на ВДНХ. На стенд Вологды приехал лично Дед Мороз. Он веселил и детей, и взрослых. Где-то, например, возле Курильских островов, но на ВДНХ имеется в виду, танцевали национальные танцы. А в Республике Бурятия можно было померять национальный костюм – дегел или дели. На стенде Ямала запомнился белый мишка. Он открывал рот, когда его гладили. Дагестан презентовал национальное ремесло и с помощью современных технологий прогулку по улицам Дербента. Вчера на стенде Псковской области был установлен рекорд России. Константин Абабков играл ровно 60 минут на балалайке. Вот это электрокар, на котором ездят сотрудники ВДНХ, по ВДНХ, он способен разгоняться до 27 километров. Да. Я соблюдаю скоростной режим, смотрю налево-направо. Очень много детишек, взрослых, еду очень медленно, аккуратно. Электрокар – это транспорт, который на ВДНХ очень помогает. Территория большая, ВДНХ, 325 гектаров. И для того, чтобы от одной точки дойти до другой, нужно все-таки много времени, огромное количество павильонов и так далее. Поэтому с помощью такого электрокара можно быстро добраться до любой точки ВДНХ. Они маленькие, они экологические и очень полезные. И доставляют нас из любой точки. Из точки А в точку Б. Позади меня абсолютно новый павильон на ВДНХ. Называется он «Атом». Построил его Росатом. Пройдем внутрь, познакомимся с ним. В этом павильоне 4 этажа идет наверх и 1 вниз. 12-метровые шестислойные стекла были доставлены в свое время из Германии на специальной технике.
по специальной технологии, даже дорожки были специально сделаны. Огромное количество мелких деталей. Вот именно вот эта консоль 53-метровая, она готовилась все время. Вот только был возведен каркас павильона, и эта консоль все время была в работе. И здесь географически изображены, где проходил поиск урана. В этих емкостях уран был вывезен в 1945 году из Германии. Изображены 30 городов, которые имеют атомные станции, и эти карты, на карте эти атомные станции обозначены. Мы видим город Энергодар Запорожской области, который также создавался и возник в советское время, в Советском Союзе. А в преддверии Нового года буквально на днях на ВДНХ зажглись елки всех 89 регионов нашей необъятной родины России. А все, что еще происходит на ВДНХ, вы сможете узнать на сайте russia.ru. Все актуальные новости ВДНХ. Там же и написано, что 19 декабря будет День Республики Коми на ВДНХ. Поэтому можете к этому дню приезжать. Но если кто-то не сможет, напоминаю, что выставка «Форум Россия» на ВДНХ длится до 12 апреля. Все успеете долететь, прилететь, посмотреть нашу любимую Россию, познакомиться со всеми регионами и побывать буквально в каждом уголке России. А я опять же с вами не прощаюсь, я говорю до свидания, я поехал дальше изучать нашу республику Коми и снимать ролики на проект «Территория Коми». Все, пока!